В начале заседания парламентарии рассмотрели кадровые вопросы. Депутат Дмитрий Маршаня введен в состав квалификационной комиссии при Палате адвокатов Абхазии, а депутаты Алхаз Хакба и Алмаз Акаба избраны в квалификационную коллегию судей. Далее парламент внес изменения в постановление об определении персонального и численного состава комитетов Народного собрания и утвердил рабочую группу по подготовке проекта о внесении изменений в регламент Народного собрания. Также в статью 146 регламента Народного собрания были внесены изменения, согласно которым законопроекты, не принятые парламентом прошлого созыва в окончательной редакции и принятые им законы, но не вступившие в силу, могут быть рассмотрены новым созывом. Парламентарии дали согласие Кабинету министров на перевод земельного участка площадью 6 соток в поселке Гулрыбш из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов. После уполномоченный по правам человека Республики Асида Шакрыл представила доклад о проделанной работе за 2021 год. В начале выступления Асида Шакрыл подчеркнула, что предыдущий ее доклад не был заслушан парламентом, так как заседание для заслушивания доклада так и не было созвано. В связи с этим 10 декабря в Международный день прав человека Шакрыл выступила с отчетом в эфире государственного телевидения. В 2021 году в аппарат уполномоченного по правам человека поступило 115 обращений, по которым сотрудники аппарата приняли граждан около 200 раз. Омбудсмен затронула вопросы здравоохранения, энергетики и пенсионного обеспечения. Как мы уже отмечали во всех докладах, существующая система социального обеспечения в республике не может быть признана справедливой. Устаревшее законодательное регулирование пенсионной системы и социальной защиты не отвечает задачам государства, касающимся повышения уровня жизни. Сложно говорить о реализации закрепленного в Конституции Республики Абхазия права каждого гражданина на социальное обеспечение в достаточной степени, когда размер абхазских пенсий и пособий ниже прожиточного минимума. Асида Шакрыл представила рекомендации, которые, по ее мнению, требуют безотлагательного рассмотрения. Это вопросы, связанные с необходимостью предотвращения и реагирования на пытки и унижающее достоинство обращения, пересмотра абсолютного запрета абортов и принятия закона о защите от семейно-бытового насилия, с недопустимостью включения в Уголовный кодекс Абхазии новой санкции в виде смертной казни, с необходимостью обеспечения прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, проблемами правового положения населения в восточных районах Абхазии, обеспечение права на психиатрическую помощь, включая детей. Омбудсмен также коснулась вопросов, связанных с необходимостью организации специализированного правосудия в отношении несовершеннолетних, с отсутствием закона об образовании, с необходимостью обеспечения безопасности людей на водных объектах, со сложностями восстановления исконных фамилий и этнической принадлежности. Долгие годы Абхазия находится в условиях международной изоляции. Несмотря на серьезную гуманитарную помощь, которую Абхазии предоставили международные организации, институты, в частности для борьбы с коронавирусной инфекцией, в целом международные подходы к Абхазии не претерпели изменений. К сожалению, взаимодействие внешнего мира с Абхазией носит достаточно ограниченный характер и во многом ориентируется на запретительные нормы грузинского закона, так называемого закона об оккупированных территориях. Политика недопуска Абхазии к участию в международном сотрудничестве сдерживает процессы модернизации в стране, ограничивает граждан в реализации их прав. Бессрочная, по сути, блокада Абхазии со стороны международного сообщества приводит к серьезным нарушениям прав человека. Асида Шакрыл считает, что принятые в первом чтении 6-м созывом парламента проекты законов о противодействии международной изоляции Абхазии и о внесении изменений в некоторые законодательные акты ужесточают и ограничивают права и свободы человека и создают еще большую изоляцию республики. Остановлюсь на некоторых нормах, нарушающих права и свободы, в частности, право на передвижение, право на взаимодействие с международными и зарубежными институтами и право на образование в зарубежных учебных заведениях. Итак,
В статью 15 Закона Республики о порядке выезда из Республики Абхазия, въезда в Республику Абхазия внесена норма, в соответствии с которой выезд гражданина Абхазии из Абхазии в иностранное государство, отнесенное к так называемому субъекту агрессивной политики изоляции, а таким в силу размытости формулировок может оказаться любое государство, не признавшее независимость Республики Абхазия, допускается исключительно на основании специального разрешения Службы государственной безопасности Республики Абхазия. То есть речь идет о том, что любой гражданин должен будет обращаться в Службу государственной безопасности за разрешением на выезд в третью страну. В данном случае речь не идет о Грузии, в отношении которой есть специальное регулирование. Соответственно, это касается и въезда в Абхазию граждан иностранных государств, отнесенных к так называемым субъектам агрессивной политики, изоляции Республики Абхазия. Речь шла и о законе об иностранных агентах. Омбудсмен считает, что подобный законопроект принимать нельзя. Асида Шакрыл выразила надежду, что Институт уполномоченного по правам человека и органы государственной власти будут более активно взаимодействовать. По ее мнению, также необходимо совершенствовать законодательство, направленное на повышение эффективности правозащитной деятельности института. В частности, актуален вопрос совершенствования статуса уполномоченного по правам человека в сфере административного и конституционного судопроизводства. Хочу сказать, что проблемным, на мой взгляд, еще является то, что те сложности, которые перечислены в докладе, они, по сути, кочуют из доклада в доклад. То есть вот я ознакомился с докладом за 18-19 год, 20 год, и, по сути, там вот, из одного в другой доклад переходят все эти проблемы. То есть, что я хочу сказать, реагирования и решения нету этих проблем. И хотя бы такого более углубленного изучения. Что касается самого доклада и сегодняшнего выступления, была дана субъективная оценка работе 6-го созыва парламента, на мой взгляд. Да. Хотел бы напомнить вам о том, что именно при 6-м созыве парламента был введен в действие данный закон, были реализованы соответствующие статьи и, собственно, был избран уполномоченный по правам человека. Я считаю, что это большим продвижением. Вопросы реализации деятельности – это вопросы времени, наверное, да? Вопросы, что называется, говоря обыденным языком, притирки, в том числе между государственными органами. Также, Асида Георгиевна, хотелось бы в рамках доклада, доклад представляет собой, на мой взгляд, обобщающую информацию о нарушениях прав. Хотелось бы узнать информацию по мерам реагирования, о конкретных случаях, которые были реализованы, да, соответствующее реагирование на них было, о восстановленных правах. Также, когда вот в рамках ответа на вопрос депутата Гизба вы сказали о том, что нет возможности реагирования законного, но в статье 14 Закона об уполномоченном по правам человека в одном из пунктов говорится о праве обращения в суд. Мы можем использовать только законные способы реагирования, и обращение в суд – это, что называется, способ номер 1 реагировать на нарушенные права. И в этом смысле я считаю, что определенный карт-бланш есть у уполномоченного по правам человека. Депутаты поблагодарили омбудсмена за представленный отчет и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.